В основном мы нацелены, естественно, на наш район, поселок. С наслегами более трудно работать. Мы пытались открыть молодежный пресс-центр, он у нас год проработал, то есть там руководитель была девочка 18 лет, она потом уехала в Якутск, поступила, и это все развалилось. И когда он работал, мы с наслегов как-то вот новости через школу, школьников, то есть вытягивали, уже сами их дорабатывали. Сейчас с этим сложность большая, нету людей, через знакомых где-то как-то, фотографии. И на слега есть, которые отдаленные очень, а в Арктике интернет, сами знаете, как работает, да, то есть пока никак. И бывает, что нам отправляют фотографии, когда уже это становится не актуально. Но мы все равно делаем какие-то там фотоподборки хотя бы, хоть что-то как-то. Тираж вообще, декабрь мы закрыли 303. Мы там чуть-чуть не дотянули. Мы там одноклассники за месяц подняли с охвата 800 до 45 тысяч за один месяц. И это все материалы, которые основаны на исторических событиях. Первое, это, естественно, у нас нехватка кадров, потому что год действительно искал корреспондента, не мог найти. При этом есть жены военных, у нас все же поселок такой военный. Но все с детьми, и не всегда можешь даже взять, потому что понимаешь, что ребенок заболеет, никакого толка от этого не будет, поэтому как бы так вот держишься. Кадры, которые приходят, они пугаются, потому что не все готовы просто брать и писать, а если мы берем даже якутский язык, то это очень-очень вообще, у нас это пока невыполнимая вообще задача писать на якутском языке, потому что люди боятся действительно, то есть даже пожилые подходят и говорят, я якутский язык знаю, там с детства общаюсь, но, говорит, я писать, говорит, не могу, потому что я не все еще правила уже знаю, то есть и это, конечно, стопорит. Но какие-то материалы мы все же на якутском нам с наслегов отправляют, мы берем. И вторая проблема – это у нас связь. То есть интернет – это у нас прямо глобальное. Мы, конечно, вышли из положения, мы просто за счет наших проектов, мы провели себе второго провайдера. Конечно, там платим 20 тысяч рублей в месяц. Это как бы, но мы стараемся им не пользоваться, только когда уже основной наш падает. Тогда, поэтому у нас есть какая-то стабильность по выкладке материала, то есть раньше не было. То есть это основные две проблемы, которые мы, к сожалению, сами не в силах решить. Если все остальное у нас подконтрольно, и мы еще понимаем, как, то это две, которые мы не можем решить. Я изначально делал собрания, летучки, а потом я просто перестал это делать. Я сейчас объясню, почему. То есть мы настолько там за год отточились, что все знают, что делать. То есть я могу образно сейчас выключить телефон, не выходить на связь неделю, у меня газета выйдет так, как надо. А мотивация очень простая, то есть свободный график. У нас нету такого, что с 9 утра до 6 вечера. Вообще, то есть неважно. И люди видят, когда ты сам что-то делаешь. То есть когда ты не просто управляешь, говоришь так, принеси это, а когда ты сам принимаешь именно участие, и они такие, да, все, я не буду сидеть в стороне, надо что-то делать, надо как-то помогать. Все сотрудники, мы также за год отточили, они самозаменимы. У меня технический редактор уйдет в отпуск, у меня 3 человека, которые смогут сверстать и напечатать. Действительно, то есть сложно менять, когда ты сидишь в зоне комфорта. То есть они так привыкли, газета раз в неделю, все, да, как начали вводить сайт, начали появляться уже другие стандарты. Если раньше у них там был образный KPI, мы сделали, что они готовят там полосу, каждый кор готовит полосу, то сейчас каждый кор мне должен выдавать материал в день. Есть коры, которые выдают выходные. То есть это сделано тоже специально, чтобы не было просадки. Будут читать. Сейчас объясню, почему. Я пришел в 2020-м, реальная подписка 160 человек. Сейчас реальная подписка 303. О чем это говорит? Значит, мы что? Да, именно газета. То есть это, действительно, это никакие цифры, мелочь, у нас там контактов в телефонах больше, да.
Но все равно, то есть было 160, за там, 1,5 года мы считали 303. У нас проекты, они уходят как в науку, так и в образование. Также у нас есть еще благотворительный фонд. То есть вот через этот благотворительный фонд, к примеру, там, мы помогли администрации района без бюрократии провести деньги для семей СВО. То есть мы не просто должны стать газетой, а мы должны стать социально значимым таким предприятием, которое может решить вопрос. Любой при этом.